Виктор Алексеевич рассказал довольно занятную историю, когда во Владимире его остановили и сотрудники приставили к нему для доставки его по месту прописки. В общем, один из них помогал ему упаковывать велосипед. Он сказал, что до поступления на службу работал упаковщиком. В принципе, род деятельности своей он не поменял. Теперь он пакует людей. Он быстро и ловко орудовал этой лентой, как паук. Он и сам сказал, что его по прошлому месту работы звали Пауком. Суть не меняется. Это главная елка Тюкалинская. Там Ленин в кустах спрятался. Телега пока не катится, но обряд идет. Ну а вот, собственно, место, где меня упаковали. Вид сверху на город Тюкалинск. Откладывается в связи с погодными условиями. Колесо не работает. Всем здравия! Солнце ярко светит, но не греет. Так у нас из Конституции. Вроде бы есть, а не работает. Главной задачей всех идущих к реформации государства должны быть не идеологические, еще либо какие цели, задачи. Главной целью и задачей должна быть работа Конституции для всех.
Днем Конституции. На учете у психиатра-нарколога не состою. Судим не сидел. Судимости погашены. В федеральном розыске, а также по линии Интерпол не нахожусь. Ничего запрещенного к хранению и распространению не имею. Свидетелем, участником, соучастником по какому-либо уголовному делу не являюсь. Осуществляю свои конституционные права на свободу передвижения, свободу волеизъявления, свободу вероисповедания. Телега катится, обряд идет. Слава роду! Уруй, Хайхал! Всем здравия! Световой день короткий. Много проходить не получается. Хотя бы от мотеля до мотеля. До ближайшего еще километров 25. Благодаря вашей помощи, за которую я вам очень признателен и благодарен, я смогу просохнуть. Охрана где-то отстала. Все как у людей. Ой, глухая погода, сонная, снег идет. В принципе, до той отметки, до которой я планировал дойти, не так много. Опять же, по летним меркам. Ну, будем стараться.
До конца года еще есть время. Все идет как должно. Вода только замерзает. Зато комаров нет. Всем здравия. 6 километров. Не дотянул вчера до тепла. Пришлось заночевать. А под утро плитка отказалась работать. Видимо, время пришло. И эту мне Влад с Красноярска дарил. В прошлом году еще. Обозначить хотел одни и те же вопросы в течение 2 лет. Почему не на пароходе, почему не на самолете? То, что я взял от шамана, услышал от него, я этому и придерживаюсь. Обряд должен проходить только пешком и в открытую. Все, что говорю я, говорю я. От своего имени. Действенность, бездейственность. Я вижу, что происходит, и меня это устраивает. Все, что вокруг происходит, это и есть обряд. Вот СРГ прошлогодняя работает. Маски с ваших козлов, вожаков слетают. С партийных, религиозных, со всех. Пешком долго. Быстрее нельзя. Всему свое время. Главная задача обряда, чтобы сморок, как правильно его назвала Даша, свободный поэт, с людского сознания пал. Чтобы вы не выбирали новых козлов, не ходили за козлами. Ни у шамана, ни у меня по 100 жизней нет, ни у кого-то еще. Вот когда сознание очистится, люди выберут действительно достойного. Тогда все и наладится. А сейчас кого не поставь, что у нас предстоит? Бесконечные чистки, да? Наведение порядка в партийных рядах. 3-5 лет. Сколько будет это длиться? А не проще ли вот тех, кто хорошо ворует, заставить работать их на обогащение народа? Принудить, так скажем. Это более разумно. Раз уж они сумели обогатить себя, также смогут обогатить и народ. Кольев побольше повтыкать перед зданием всяческих дум, чтоб ходили и почесывались. Сейчас окончательно рассветет. Покормлю огонь. Огонь я обычно кормлю на 3-й день, как выхожу. Чищусь от людского, от своей какой-то грязи. Потому что молитву творить и благодарить тоже нужно уметь. И быть более-менее чистым, хотя бы мыслями. А дорога, она научит материться любого.
Все дело у нас, обряд это мы, обряд это каждый из вас. Дошел до мотеля, но передумал я здесь останавливаться. Здесь очень дорого. 2200 самый дешевый номер. Капиталисты, блин. Нет, тут все на уровне. Просто наши люди в булочную на такси не ездят. И до крайнего здесь еще 11 километров. По солнышку я успеваю. Так что ребята, что из Якутии на лошадях идут в Европу, за год дошли только до моего поселка практически. Я не знаю, прошли они, нет. Если они через Курумкан шли, то на Кумору, а с Куморы либо по реке до Ангои срезать, что ли, либо через мой поселок Уаян. Видимо, с лошадками еще проблематичнее. Помогаем Танара, светлые духи Айя. Сопровождением. Вчера потеряли они меня. Вернее, я потерялся. Теперь непрерывно следует служба. Телега катится. Обряд идет. Слава род. Уруй. Айхал. Ляпота. «18 декабря днем Андрей Волк прислал мне видео, которое вот сейчас было перед глазами. Вечером 18-го в 9 вечера сообщил, что он в полиции, что предлог санитарный код. Ну и, как он написал, и понеслось. Что там понеслось, непонятно. Но он написал, что сообщу, когда выясню. Весь вчерашний день никаких от него известий не пришло. Вот уже ночь прошла, теперь уже понедельник. Я предполагаю, что у него зарядка телефона уже закончилась, что находится он по-прежнему в полиции, вероятно, в Тюкаловске, может быть, где-то еще, то есть это в Омской области. Шел он по пути в Тюменскую область, прошел километров 40 от Тюкалинска, ну и вот и понеслось, как он написал. В полиции обычно держат для того, чтобы отвезти в суд. А что в суде, там уже, как говорится, варианты разные. Административные нарушения какие-то или политические, так сказать. Там разные. Вот что тревожит. Конечно, будем ждать от него известий. Но если что, как говорится, я буду сообщать. Андрея Волка с трассы сняли. Телефон у него забрали. Он хотел приехать в Тюмень, куда угодно, сказали ему, но только не в Тюмень. Он вернулся на Урал к близким людям. С ним все в порядке.